По оценкам специалистов, в современном мире существует от нескольких сотен до нескольких тысяч сект. Такая множественность не случайна. Даже по своей этимологии слово «секта» означает нечто отделенное от целого. В современном мире псевдорелигиозная организация или секта – это всегда противопоставление себя истине. Обратившись к истории любой псевдорелигиозной организации, мы обнаруживаем, что в ее начале лежит именно такое противопоставление себя существующему порядку вещей, традиционным духовным ценностям. Каждый основатель такой организации считал себя умнее, добродетельнее, духовнее других. Например, полагает, что он лучше прочих понимает Библию и последовательнее других воплощает в жизни евангельский идеал. Другие основатели сект считали себя теми исключительными личностями, которые смогли познать все тайны бытия, об оставшейся части человечества сожалели как о двуногих животных. Гордость, стремление опираться на свой рассудок, помраченный страстями – вот определяющее качество любой псевдорелигиозной организации. Секта – создание человеческое, и учение сектантское – плод ума человеческого. Как сказал никогда неудачливый писатель-фантаст Рон Хаббард, чтобы заработать $1 миллион, надо не романы писать, а создать собственную религию. Сегодня псевдорелигиозные организации создаются не просто в результате искреннего заблуждения, но и вполне с определенными целями – господствовать над душами людей. Такое господство намного мощнее любого другого принуждения – физического или экономического, ведь человек, отдавший свою душу учителю, гуру, подчиняется уже не корысти ради и не за страх, но за совесть. Говоря о псевдорелигиозных объединениях и о тех направлениях, в которые они двигаются и каким образом привлекают людей, мы говорим о религиозных объединениях, конечно, и поэтому основные догматические вещи у них, основные постулаты берутся из Библии, Священного Писания. То есть используется это, конечно, по-разному, не всегда используется во благо людей, иногда с ведома и без ведома лидеров, руководителей тех или иных объединений. Но в основу берется, конечно, заповеди Божьи, потому что человека трудно обмануть, если не говорить ему правду и немножко там что-то разбавляя ложью. Люди, приходя туда, не понимают, что каким-то образом их определенному направлению, мышлению научат и отправят делать себе подобных. Потому что невозможно двигаться, расширяться, если не будет новых адептов, если новых людей не будут приглашать в подобные объединения. Часто в сектах пропагандируются сатанинские культы, носящие изуверский характер и опирающиеся в основном на молодежь. В такие группы молодых людей толкает юношеский нигилизм, отрицание авторитета родителей, общества, Бога, жажда безнаказанности. Вербовка в них осуществляется на различных молодежных сборищах, чаще всего рок-концертах. Ребят привлекают оккультными фокусами, наркотиками, половой распущенностью, культом насилия. Иногда сатанисты прячутся под вывеской философских или культурных обществ. Подростков соблазняют обещания чудесной силы, полной свободы, обогащением сексуального опыта.
Девиз «Делай все, что хочешь, ты имеешь право на все и можешь убить тех, кто посягает на твои права». Все моральные преграды сознательно разрушаются, безнравственность возводится в принцип, сила и безжалостность в культ. Каковы же характерные признаки секты? Псевдорелигиозный маркетинг направлен в первую очередь на то, чтобы любыми способами, любыми попытками заманивать как можно больше людей в свою среду. А именно какими методами? Вначале заинтересовывают какими-то книжками, встречаются, для них самое главное, чтобы были встречи организованы индивидуально, с каждым человеком отдельно. Изучают психологию человека, в какой среде он живет, в каком окружении находится, что представляет из себя семья, в которой человек родился, вырос, живет, под каким влиянием и так далее, каковы у него интересы. Я хочу отметить, в процессе моих наблюдений в течение многих лет я обратила внимание, что те люди, которые занимаются вот такой вот пропагандой, псевдорелигиозной пропагандой, они удивительно подготовлены. У них интересная методика разработана по втягиванию людей. Не смотрят ни на возраст, ни на национальность, ни на принадлежность тому или иному полу. Они чувствуют, что человек в чем-то нуждается. Допустим, он сейчас не работает. Обещает: мы тебе трудоустроим на работу. Кем ты хочешь работать? Пожалуйста, мы найдем для тебя применение. Потом они раздают вещи, которые завозят из-за границы, и этим вещам люди наши радуются. Что касаемо непосредственно лидера, который ведет эту группу, это псевдорелигиозное объединение. Естественно, что это в основном харизматические люди. Есть в характере динамика. Человек что-то прошел, может быть, не прошел, а хорошо как бы язык подвешен, хорошо умеет говорить. Естественно, что выполняет поставленную цель. Сам по себе ниоткуда этот человек не берется. В основном такие люди проходят обучение за границей, проводят определенные учения, обучение в евангельских центрах, библейских колледжах, но не в стране нашей, а в других странах, странах Европы, Америки, Австралии. Человек заинтересован, конечно, в том, чтобы его эта группа расширялась, но внушается людям непогрешимость как бы лидера. И их задача использования этих учений заключается в том, чтобы запутать прихожан и подчинить знания этих прихожан каким-то абстрактным положениям, не имеющим ничего общего ни с религиозными знаниями, ни с нравственными какими-то основами, традициями. Я офицер, теперь уже в отставке. Я хочу рассказать о той беде, которая произошла в моей семье. Началось все с того, что жена стала посещать один молельный дом. Постепенно она стала уделять ему времени все больше и больше. Я, конечно, интересовался, что там происходит. Она рассказывала о прекрасных людях, которые там собираются, единомышленниках, о тех зажигательных проповедях, которых читает их лидер. Однажды она уговорила меня пойти с ней. Как офицер я считал, что я многое повидал в жизни и не видел опасности в этом. Сходили один раз, второй, третий. Появились друзья. Но друзьям как не помочь? Мы стали относить туда деньги. Суммы были все больше и больше. Это стало нашей жизнью. Были совместные молитвы. Как сейчас вижу, радостно все это проходило. А учитывая, что были постоянные застолья, я не исключаю того, что нам и подмешивали, может быть, что-то в еду. Потом случилась беда, заболел наш сын.
Наши новые друзья убедили нас, что только совместная молитва может помочь ему. Мы сами привели Андрюшу в этот молельный дом. Его сразу окружили вниманием, выделили отдельную комнату, были групповые молитвы вокруг него. Все просто бились в экстазе, молясь о его выздоровлении. А ребенку было все хуже и хуже. 2 месяца он промучился. А потом произошло то, что и должно было. Он умер. Для меня это было как вспышка. Я увидел все, что мы творим, как со стороны. Я смог выбраться из этой клоаки. А жена осталась там. На этом и семья наша закончилась. Вот так вот. Тотальный контроль над поведением, над мышлением, над эмоциями, над чувствами приводит к тому, что у адептов формируется так называемое эластичное сознание, они становятся манипулируемыми, податливыми, и в условиях ограничения потока социальной информации и сужения прежних социальных контактов, которые были характерны для данного человека, для псевдорелигиозной организации не составляют уже особого труда на специальных служениях, семинарах, тренингах и других практиках, которые используются, уже вдалбливать в мышление адепта те постулаты, те концепты, которые необходимо провести в жизнь. Они используют психологические средства манипуляции поведением человека, они используют социологические методы, когда очень досконально и подробно изучают обстоятельства жизни адепта, его намерения, устремления, когда они изучают социальный контекст вообще. Особая категория людей, которых хотелось бы выделить, это, конечно, это наши бизнесмены. Очень состоятельные люди, даже, может быть, и люди, которые состоят в иерархии власти. То есть основная цель таких деструктивных религиозных организаций – это власть и деньги. К нам обращались люди, которые имели очень хороший бизнес свой, который давал большую прибыль. Это были мужчины, очень состоятельные мужчины, хорошие бизнесмены, и которые каким-то образом получилось так, что все свое состояние они отдали этой организации. И когда они рассказывают, они сами даже говорят, что мы не понимаем, как это все это получилось. Сначала идет обработка самого президента этой организации, бизнеса, его замов, руководителей, главных менеджеров. То есть это самые ключевые звенья этого бизнеса. Вербовка этих людей. Потихоньку начинаются поездки за границу, дорогие семинары, покупка дорогой литературы. И эти семинары не прекращаются. То есть пройдена одна ступень, ты получаешь еще больше. Пройдена вторая ступень, еще должен пройти 3-ю ступень. Семинары очень дорогие, недешевые. И получается, что потихоньку весь бизнес, все деньги бизнеса переходят в эту организацию. И люди, даже сами бизнесмены даже не понимали, как это все получилось. То есть они оставались вообще ни с чем, приходили к нам, пытались судиться, но отсудить невозможно, потому что это все отписано, все, что они делали, на добровольной основе.
Что касается нашего семейного бизнеса, то мы занимались поставкой оборудования для испанмета. Мы обанкротились. После этого муж переписал фирму на другого человека. Какому-то подставному лицу перечислил 7 миллионов тенге. Потом джип исчез из гаража, а квартиру он вообще отдал. Так получилось, что после этого мы с 2 дочерьми жили в частном доме. И с мая прошлого года он создал настолько невыносимые условия для жизни, что я, не выдержав, поехала в Пришахтинск, сняла там квартиру и с девочками переехала туда. После этого я добилась все-таки развода с ним. И до сих пор восстанавливаю душевное равновесие свое и моих дочерей. Но нахожусь я все-таки под психологическим давлением до сих пор. Особенно в тот момент, когда мы видимся, когда он приходит навещать дочку в школу, она всегда плачет и убегает, потому как она его страшно боится. Те люди, которые попадают им на удочки, попадают под их влияние, сами не замечают, что они свою собственность буквально им в руки добровольно сами отдают. Какую собственность? Это и квартира, земля, машина, мебель, хорошая одежда, шубы, шапки и так далее, и так далее. Телевизоры, технику бытовую. Сами носят добровольно. Нам необходимо понимать, что различные направленности, нетрадиционные течения, организации с элементами деструкции ставят своей целью внедрение чужих этнокультурных ценностей через религиозную составляющую в сознание нашего населения, особенно молодежи. И мы можем считать, что иммунитетом против этих влияний является прежде всего опора на наши традиции, которые существуют у каждого этноса, проживающего в Казахстане. А мы гордимся тем, что в Казахстане есть представители свыше 100 этносов. И метод их действий во многом схож. Главный принцип – это нарушение традиционных связей, в том числе семейных. Адепты этих организаций отрывают, допустим, кандидатов в свои ряды от семьи, от близкого окружения, пытаются внушить ему, что именно они его новая семья, что только с ними он должен считаться, и всячески дискредитируют институт семьи, институт социальных каких-то групп общественных, для того, чтобы изолировать адепта от обычных связей и вовлечь его в свою, будем так, среду. Мы должны понимать, что действия псевдорелигиозных организаций и организаций, которые прикрываются религиозной фразеологией, но имеют деструктивные аспекты своей деятельности, они, тем не менее, находятся на контроле у государства, и государство будет всячески отслеживать эти процессы и пресекать подобную деятельность, потому что она, к сожалению, несет угрозу нашему конституционному строю.